маленькую Айду. Никак приучить не могу к машине. На машине не лезет, и вон приходится ждать. Вот. Бежит, но не сядет. Лок, ушли. Шли вон нам. Осторожничает, блин. Лок, уже искупалась где-то. Сейчас перешли мы мост. Перешли мост. И по этой дороге поднимаемся на то место, где я весной охотился. И хочу сегодня уже начинается у меня подготовка к весенней охоте. Хотя сегодня 2 сентября, прибежала. 2 сентября, 5:30, 5:30 утра. И чем я буду заниматься, я вкратце буду показывать, снимать. Так что отличная погода. Погода удалась. Вчера хотел тоже сходить, и вообще погода дождливое утро было, и передумал. И сходили вчера на рыбалку, а вот сегодня уже на работу идем. На работу, подготовка к весенней охоте. Первый раз перешли через мост. Первый раз через мост перешли. Обычно пешком я, когда иду, где-то час ходьбы от села до места охоты. Даже чуть-чуть больше часа, наверное. Если на машине, то не так долго. Смотрите, болото. Где я охотился весной. Вот это болото, то самое болото. Короче, на ходу неудобно снимать. Я как остановлюсь, продолжу. А сейчас надо ехать. Мы, ребята, на месте. На машине доехали. И сейчас еще придется минут 15, наверное, по болоту еще пройти. И я взял из инструментов. Так, что я взял из инструментов? Смотрите, косилка, триммер и топор, больше ничего. Ну там этот самодельный штатив, если понадобится. Бензин, топливо и еще какие-то запчасти и термос. Все, больше ничего. Где-то часа 2, наверное, придется нам работать. Часа 2. И ветер такой сегодня. Часа 2 поработаем, и на сегодня хватит. А там уже остальное по насту еще придется сделать. Так, сейчас собираемся и в путь. Да, нагуляешься сегодня ты. Ох, как нагуляешься. Давно уже тут даже в лесу не было. Да, не было давно уже в лесу. Сейчас сходим, погуляешь. Не успел заснять, ребята. Вот Айда вот уже обратно идет. Вот тут, рядом, буквально за 15 метров. Кряква вылетела. Откуда она? На середине болота. И вроде как болото тоже он сырое. Айда там туда-сюда шныряет, ходит. Думал, тут олени ходили, бродили. А оказывается, вот именно где вот собака сейчас. Вот она чувствует. Видели? Вот тут одна кряква выскочила. Сразу и серая. Я думал, тетерка молодая. Один в один похож. Такая тоже коричневая цвета. А оказывается, утка. Не на озере сидит, а вон тут. Может какой подранок. Вот долетела, так скажем, до сюда. И сидит тут. Кто его знает. Так. Идем потихоньку. Конечно, сыровато в этом году. Хорошо, что вон болотные сапоги одел. Так и знал, что сыро. Потому что дожди идут. Так. Нет. Хреново снимать, когда вот с триммером, да еще в руках инструменты. Дойду, поснимаю. Да, Айда что-то чувствует все время. Вот так нос
Нос нюхает что-то. Нюхает и может еще какие-то птицы тут тоже. Так. Остановился, чуток передохнул. Вон какое поле тут. Вообще красивое поле, чистое поле. И кто смотрит мои видео, уже смотрели мою весеннюю охоту в этом году. А кто не смотрел, можете посмотреть. Вот шалаш, который я делал ночью под фонариком. Вот я направляюсь к тому шалашу. И этот шалаш надо мне разобрать и чуть правее уже сделать как каркас. Я этим сегодня и займусь. Но до туда еще где-то, грубо говоря, 400 метров. Ну не 400, меньше. 200, 200, 250 может. И вон выше уже, ну как сказать, по колено она, вода здесь стоит. Но если уже начали, то уже будем дело доводить до конца. И не будем сдаваться, будем идти, посмотрим, какая там ситуация. Но больше половины пути уже мы прошли. Тут осталось-то уже чуток. Тяжело, конечно, по болоту ходить. Дождливый сезон. И смотрите, сколько травы тут. Вот. Если, скажем, корову держишь, можно эту траву скосить. И раньше сено именно заготавливали на болотах. И вон туда, болото вот здесь и туда идет, в ту сторону. А здесь уже тупик. А нам надо вот именно то самое широкое место, середина. Мы выбрали это место. Фу. Я на месте, ребята, я на месте. Шалаш в воде. Но мои чучела еще тут стоят вроде как. Стоят. Сюда. Замерзнет там, нет там. Концы палок в воде. И зачем я сюда пришел? А я затем пришел затем, чтобы вот здесь, это место скосить, где я буду сидеть весной, охотиться. И вот трава. И весной все равно вода как-то, талая вода приходит, но все равно у сена быстро, чтобы закрылась эта трава, надо много воды. А я буду косить, и тут будет искусственно как будто озеро. И будет куда ставить чучела и охотиться. И вот 3 палки я отмечал, где вот больше сидит вода. Вот одна палка, так, не вижу. А вон вторая, и еще где-то он тут. А вот 3, примерно так отметил. И в середине, вот там где палка, буду ставить туда шалаш. Напротив солнца, чтобы не было. Это все равно. Вот в комментариях писали, что я сделаю так шалаш и будет меня слепить. Но это не так. Какая-то птица будет слепить. Но это не так, потому что восход начинается оттуда. И еще солнца нету, но уже все равно расцветает. И уток быстрее увидишь, там лучше видно. А уже когда солнце встанет вот так, ты уже все. Тогда охоту уже прекращаешь. Действительно будет слепить. Но охота обычно заканчивается, когда уже перед тем, как солнце встанет над горизонтом леса там. Но все равно как-то рассвет, в сторону рассвета вот там светлее. В сторону восхода, то есть. Все, болтать не буду, я буду здесь пытаться что-нибудь делать, косить, например. Вот эта трава, где-то сантиметров 30 высотой. Это надо скосить под уровень где-то возле воды. Ну, воды много, конечно, воды много. Если, скажем, этот
это место бульдозером так убрать сено, ну, где-то сантиметров 20 слой мха. Вообще идеальное искусственное озеро точно будет. И смотри, какая ширь. Вообще красота такая. Вообще идеальное место для охоты. Так что не будем лениться, а будем готовиться уже с осени и весной, чтобы место охоты уже было. А то вот сюда мы пришли, это заброшенный шалаш у знакомого. И я вот тоже пришел вечером, там пришлось ночью, там оттуда с леса я таскал все. Закрывал, маскировал. И в воде сидишь там, надо пол сделать, все аккуратно, все продумано, что-то будем делать. Так что этот фильм будет в нескольких сериях даже. С осенней, там, по насту еще. Ну, посмотрим, поживем, увидим, как всегда. А сейчас я буду работать. Первый покос, где-то метров 30, наверное. Вот такой покос получается. Не думал, что так сыро тут вода. Вон, видели? Хотя бы еще сантиметров 10 ниже схватить, но это дело буду делать каждый год. И для охоты вообще место идеально будет. Если сейчас какой-нибудь путник пойдет, там где-то в стороне пройдет и увидит меня, наверное, подумает, Олег сошел с ума. Но я это дело делаю для себя, не для кого-то. Буду стараться делать все, чтобы от охоты я получал удовольствие. Не надо было потом искать новые места, где вот, скажем, сесть, где вот открытое место, где больше воды. Я выбрал это место и буду следить, и буду ухаживать за этим местом, и сделаю все условия для весенней охоты. Весенняя охота, конечно, короткая у нас. В этом году, наверное, 2 или 3 раза только вот приходил и все, но все равно. Мне понравилось просто в этом году. Уток много было из-за этого. И потом резко похолодало, и охоту прекратили. А хотя началось все очень отлично. Первый покос готов. Сейчас буду дальше пилить. По колено вода. Вот, смотрите. По колено. Жалко, конечно, эта трава мешает. Полное озеро можно тут сделать. Пруд такой. Вот два покоса я скосил. Сейчас немножко передохну. И ушло у меня где-то пол заправки триммера. Ну, нормально, вроде как дела идут. Еще так раз 5 туда-сюда. И вообще уже будет видно, как мы работаем. Сейчас перекур. Да, иду. Куда-то ходила он тоже. Да? Он бегает сегодня, купается. Довольно любит воду. Так, перекур. Немножко пусть пила отдохнет. Сами тоже кофе попьем. Вон, смотрите. Не знаю, как на камеру. И вот высота травы где-то от сантиметра 20. Считай, весной вот воды много, скажем. А здесь вот такой пруд, озеро будет искусственное. Вообще такая задумка у меня. Задумка отличная. Надеюсь, весной, надеюсь, будет отличная охота. И ветер сегодня. Кстати, вообще, вот работаешь, потеешь, и ветерок такой прохладный. Вообще уже чувствуется осень. Но заморозков не было, и листья не спешат там желтеть, краснеть. Так, потихоньку. Время берет, но это еще не от заморозков. Заморозков у нас еще не было. Вот так красиво сейчас будет. Листопад и все остальное осень. Отдыхаем, пьем кофе. Кофе сегодня мы взяли. Кофе будем пить. В общем, работаю уже часа 2, может и больше. Я чуть не угробил
Чуть не угробил свою видеокамеру, когда я снимал себя триммер. Заодно я зацепил веревку, за что цепляется моя камера. Вместе снял, и камера моя лежала вон там в луже. Вовремя заметил, успел только чашку кофе выпить, и смотрю, у меня камеры нету. Спохватился, а она в луже лежит. Вот здесь у меня он, вот на этом сучке я над солнцем и проветривался, вроде все высохло. А там, когда я заметил, все шуршало, невозможно было. Вовремя, аккумулятор я снял. И не знаю, как это будет работать. Может, звука нету или вообще. Я не знаю, как она снимает вообще. В основном объектив был в воде, а карта памяти и все остальное как бы выше воды было. И за это время, пока камера сохла, я вот уже скосил, наверное, 10 покосов у меня тут получилось. И шалаш сделал чуть-чуть слева в углу. И вроде как, если не ошибся, смотрит на восход. И обзор отличный. Уже остается только мне перетащить еще перетащить. 3 доски, наверное, осталось. 3 доски. А это остальное уже все. Это уже все сгнило уже столбы. Пусть лежит и гниет так. Остается еще перетащить чучела. Одну пачку я уже перетащил. И штук 10 досок, наверное, еще перетащил перед этим. И остается 3 или 4 доски. Пока я занят этим, много снимать не буду. Я сейчас пару минут поснимаю и сразу опять аккумулятор сниму и повешу, пусть сохнет. Кто его знает, что там еще может еще вода внутри осталась. Объектив, вода входила. И вроде как, сейчас вот я смотрю и вроде как все высохло. Может, немножко там осталось, какие-то капельки, но будем надеяться, что ничего не случилось. Короче, как завершу свою работу, дальше поснимаю и будем возвращаться уже обратно. Но вроде как все как-то четко получается пока. Работаем дальше. Первый этап работы — подготовка к весенней охоте у нас. И этот каркас я сделал, чтобы уже зимой не возиться, да и не воткнешь в мерзлую землю эти колышки. А уже по насту уже к весне мы приедем и уже будем обшивать стены, крышу и маскировать. Также мы скосили где-то метров 30 на 30 вот такое поле. И вот такой обзор у меня будет. Скажем, вот я если в шалаше, вот я сижу, восход вон оттуда. И мне привычнее слева стрелять. Как бы если утки сядут, слева прицеливаться. Там я не скосил. Скажем, вот я здесь чучела поставлю, а тут открыто будет. Или я не знаю, придет время, посмотрим. И слева я стреляю справа на слева. Справа на слева, да. Но прицеливаюсь я правша и стреляю вот так. Как бы мне удобнее слева стрелять. И если, скажем, я шалаш сделаю в том углу, утка сядет вправо и неудобно прицеливаться. Ну, не знаю. Посмотрим, правильно ли поставил я шалаш вообще. Я думаю, правильно, как по-другому никак. В эту весну я там сидел. Тот шалаш я разобрал. Все, уже там ничего не осталось. Хотел еще сходить в тот лес, поход, типа, немножко проведать, там, говорили, что там дорога, там, я не знаю, да я там не хотел, там, лымба поднимается, и здесь параллельно говорили, дорога какая-то. Надо в другой раз, когда грибы пойдут, сходить все равно в поход. И тут у меня остались еще несколько досок, и чучела я здесь закрыл, надеюсь, никто не унесет. Да кому они нужны, эти уже изношенные, уже сколько лет, 7, наверное, с ними пользуюсь, с ними охочусь. И смотрите, возле шалаша, что творится. Это только какой-то процент. А я сходил, когда эти
Коля я рубил, там возле леса, там невозможно, ну не могу сказать, сколько там этих клюкв. В этом году клюквы немного, а очень много. И вон на сегодняшний день еще они какие недозрелые. Клюква крупная, но она легкая и невыгодно, конечно, их собирать и сдавать. Когда еще тем более их много, они вообще копейку будут принимать за копейки. А черники в этом году мало. И уже до 170 рублей, наверное, принимают. Так что очень выгодно сейчас чернику собрать. Люди с морожки начинают и клюквой заканчивают, и будут клюкву собирать. Это уже витамины собирают в бавовом бетоне. Очень много. Я вам скажу, вот и здесь сырое место, из-за этого клюквы нету, а вот, скажем, где мох и нормальное место, где вот обычно собираем, там очень много клюквы. Вот так. И что еще? Так, что еще добавить? В принципе, работу я свою закончил сегодня. Остается только сказать всем спасибо, кто досмотрел этот фильм. Подписывайтесь, ставьте лайки. А мы уже будем возвращаться домой. И тучи поднимаются, но дождь будет. Вроде как камера работает, не знаю как со звуком. Но именно себя я вижу, когда снимаю. Так, может быть и ничего не случится. Я сейчас домой пойду и еще на печку поставлю. Или надо высушить все, чтобы нормально все высушилось. И в объективе там вода была. Можете в комментариях написать, скажем, вот я много хожу в тайге, в тайге обычно дождь, снег, видели, в каких условиях я обычно снимаю. Один, если вдвоем, конечно, можно как-то спрятать еще камеру, а я один снимаю, иду и на буране езжу, и на лодке. Вот в таких случаях я попадаю в дождь, под снег, там, что и камера всегда в дождь тоже, и вода попадает. Что мне сделать в первую очередь, чтобы камера, с камерой ничего не случилось при попадении там воды или снега, там можете написать в комментариях, если не сложно. И как и раньше говорил, ставьте лайки, чтобы заметили мой канал. Стараюсь видео больше снимать и стараюсь больше показать чего-то. На сегодняшний день свою работу, подготовка к весеннему полету. Всем пока и до новых встреч на видео. Ветер поднимается, мы сейчас пойдем, пока дождь не начался. Пока. Еще минутку поснимаю, вон что творится. Вот вода, здесь очень много воды. Смотрите, только здесь вон сколько клюквы, вон. Очень-очень много, я вам говорю. Очень-очень много в этом году. Так что кругом, вот куда не глянешь, везде кругом клюква. Очень много. Так что собирайте витамины под ногами. Так что собирайте и пейте морс.